двойную стратегию, двойную лицемерную политику в отношении чеченского народа. Здесь можно сказать вот о чем. Действия этих персон, которых я назвал, они не имеют никакого отношения к нашей государственности с Мгм. определенного времени. Закаев так это 2007 года совсем отошел от нашей государственности, сложил в себя полномочия, Мгм. отказался подчиняться действующему президенту, а потом разыграл спектакль с 5-6 бывшими депутатами, как какой-то есть парламент, на этой основе и крутит. И Мгм. Запад, который, значит, в принципе, до сих пор придерживается принципа того, что территория Чечни является частью России, дает им эту возможность, чтобы эти люди вот это все это говорили. Они же Мгм. тоже на этих принципах, так? И то, Да. что они это будут говорить и что согласятся или нет, они до сих пор от этого не отказываются. Запад, ни это ПСР, ни Европейский Союз, ни Америка, никто, они до сих пор считают, что вот этот принцип они оставляют, и сегодня они даже вот говорят, что Украина это не государство, другие страны это не государство, а нашу страну они вообще захватив, вообще пытается сказать, что это вообще не до государства, не то, что не до государства, вообще этого и не было. А эти персоны, которые мы сейчас видим, они как раз работают в пользу России, то они значит, говорят, что наше государство нельзя было вообще создавать, не спросив у России, у какой России мы должны были, какой России мы должны были это спрашивать, если когда мы ее создавали, мы были в составе СССР, а потом, когда развалился СССР, еще не было этой Российской Федерации России, мы уже приняли свою конституцию в международном правовом поле. И второе, значит, чтобы там-то не было, они вот делают все это, то, что они делают, эти персоны, это в пользу России. Ведь осмотрите, они находятся в компании вот этих либеральных демократов, которые с автоматом придут и хотят нас, если что, захватить снова наши территории. Или других там деятелей, которые разные, что все, что они говорят о том, чтобы сохранить эту империю. Вот эти вот люди, которые им позволили там где-то в соседних кабинетах сидеть, какие-то проводить встречи, говорить, часто создавать мнение, потому что здесь на Западе говорят, что там свобода слова, демократия, в этом принципе им дают говорить. Но это ничего не означает, они могут говорить, они могут и без этого говорить. Теперь они хотят использовать площадку парламентской ассамблеи Совета Европы, но не на заседаниях самого парламента, так сказать, а просто отдельных там кабинетах или в каких-нибудь в других залах проведения конференций. Это так там делается. Или там они ходят по фойе, ходят в период, когда идет заседание самого ПАСЕ. Так что вот это решение в отношении их, что они там где-то хотят, сказать, то есть с какой-то стороны они как-то хотят, значит, ударить по самолюбию Кремля, тоже вот принимая их. Но эти люди, те же самые люди, которые вот мы говорим, вот они приняли 11 или 13 человек, это те же самые люди, которые были в этой власти, ну, в основном, так, во власти были и ничего не делали, они все время, значит, выступали в пользу этого Кремля. Но у них был спор с самим Путиным, потому что они их от власти отодвинули. Вот и вся вот эта игра их. Это не Да. играет никакой роли сейчас для того, чтобы говорить, что они там какие-то деятели, что. Туда им это дает какую-то там основу, там говорят, я там выступил. Там многие ходят и говорят, что мы здесь выступаем, мы это делаем. Но это все мало решающих. Самый решающий ход – это объединение наших усилий и наших друзей для того, чтобы здесь поднять вопрос о, значит, признании нашего государства, в частности, я говорю. И вопрос о том, чтобы изгнание, в первую очередь сейчас, изгнание российской армии с территории Украины, которая откроет возможность дальше нам работать вместе с ними по освобождению территории Чеченской Республики Ичкерия, Грузии, Молдовы и других территорий, они, которые позахватывали. Вот что нам нужно делать. А эти деятели, они как были таковыми и будут остаются. Они не имеют, в частности, если брать